Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Какие значимые объекты появились в год столетия образования СССР в республике? Какие еще будут завершены до конца года? Когда памятник Ленину вернется на прежнее место, а также какие жилищные программы действуют для улучшения жилищных условий для якутян? Об этом поговорим сегодня с Евгением Афанасьевичем, заместителем министра строительства Республики Саха-Якутия. Евгений Егорович, здравствуйте. Доброе утро, Валерий. Расскажите, какие объекты, посвященные столетию Якутской ССР, были введены в этом году и в чем их особенность? Если говорить в общем по социально значимым объектам, которые у нас посвящены к столетию, это довольно-таки большой, крупный медицинский объект здравоохранения. Это у нас введен в этом году в эксплуатацию кардиологический центр. Объект у нас предусматривает в год посещения порядка 50 тысяч граждан, что у нас существенно сократит сроки ожидания медицинской помощи. И брать, если последнюю пятилетку, да, начиная с 2017 года, то у нас вводятся такие центры, как перинатальный центр, онкологический центр, это в первую очередь, Малая академия наук, которая у нас введена в прошлом году. На сегодняшний день, если смотреть, то она оснащена по всем требованиям международных школ, она направлена и имеет оснащение полностью для обучения детей и палеонтологии, археологии, аэрокосмической инженерии, Арктики и другие такие серьезные направления, которые у нас могут быть востребованы в ближайшее время. А вот каких объектов планируется до конца этого года, ну и в последующем? Всего у нас на сегодняшний день введено 88 объектов по данному направлению, и это у нас порядка 25 объектов общего образования, школы и образовательного комплекса, 17 детских садов и 3 спортивных объекта. У нас до конца года планируется ввести такие объекты, как школа на 990 в 68-м квартале в городе Якутска, это в рамках национального проекта образования. Также планируется у нас ввести школу-сад 90 на 40 мест в селе Торокель-Чурапчинского улуса. Это у нас такой довольно-таки большой образовательный комплекс, который финансируется с участием средств федеральных средств в рамках комплексного развития сельских территорий по линии Министерства сельского хозяйства. Также недавно у нас был открыт объект Дом культуры в городе Нюрба. Недавно на открытии принимал участие глава республики, и данный объект довольно-таки, можно сказать, высокий. Если говорить об особенностях данного объекта, он с новым архитектурным дизайном и имеет высоту 20 метров. Он на сегодняшний день в городе Нюрба самый высокий объект. Это здорово. Но многих жителей Якутска волнует вопрос реконструкции проспекта Ленина. Когда памятник вернется на свое место, входит ли в план строительства объектов столетия как раз-таки возвращение памятника домой? Да, данный объект у нас довольно-таки востребован и имеет довольно-таки обращение от граждан в адрес министерства. В этом году мы начали реконструкцию. Сам памятник пока временно поставили на хранение. Ведется полная замена основания, фундаментов, прилегающей территории. В следующем году мы планируем его завершить. И действительно, да, этот объект включен в перечень социально значимых объектов. Но вот этот вот объект, это исключительно мы говорим про сам памятник Ленину, да, на площади, но не про всю реконструкцию проспекта. Да, действительно, правильно. Евгений Егорович, вы уже упомянули о многих объектах, которые вводятся в год столетия. Это и перинатальный центр, и онкологический центр, кардиоцентр, все это в планах. А помимо вот этих вот объектов, есть еще какие-то другие, о которых мы не упомянули? Да, есть такие объекты, которые довольно-таки стратегические, имеют довольно-таки большое социальное значение. Это у нас введен в эксплуатацию в 2020 году дороги Кобяй, ведется строительство линии электропередачи Мирный-Сунтар. Также у нас, если говорить по другим направлениям, то у нас нынче завершено асфальтирование участка федеральной дороги Колыма, участок Нижний Бестях-Чурапча. У нас есть такие довольно-таки крупные направления, которые касаются не только социальных объектов, строительства детских садов и объектов здравоохранения, но и инфраструктуры.
Жителей также интересуют жилищные вопросы. Какие программы существуют для улучшения этих самых жилищных условий в Якутии? Ну и, соответственно, какими программами могут воспользоваться отдельные категории граждан для улучшения своего жилья? Да, у нас на сегодняшний день обеспечение жильем отдельных граждан и помощь гражданам у нас осуществляется в рамках государственной программы обеспечения жилья отдельных категорий и повышения качества жилищно-коммунальных услуг. В рамках данной программы у нас по 7 мероприятиям осуществляется с участием средств федерального бюджета, и 3 мероприятия у нас осуществляются чисто за счет средств регионального бюджета. Если говорить по федеральным программам, которые у нас на сегодняшний день осуществляются, первое — это обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. По данному направлению всю востребованность мы выполнены, и все граждане данной категории обеспечены жильем. Если говорить про следующее направление, это обеспечение жильем ветеранов боевых действий, то у нас в этом году планируется обеспечить жильем свыше 30 граждан. И в данном категории граждан у нас на сегодняшний день состоят в очереди 58 граждан, которые в ближайшие трехлетки будут обеспечены жильем в полном объеме. И в данной категории у нас именно социальные выплаты на улучшение жилищных условий предоставляются гражданам, которые встали на учет до 1 января 2005 года и которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Это одна из особенностей, потому что на сегодняшний день много таких граждан, которые хотят улучшить жилищные условия, но по федеральным требованиям у нас именно такая довольно-таки серьезное ограничение. Следующее мероприятие — это у нас обеспечение жильем молодых семей. Тут у нас включаются семьи и неполные семьи до 35 лет. Предоставляется социальная выплата в размере 35% от стоимости жилья в зависимости от нормы на каждого члена семьи. И в этом году у нас будет обеспечено жильем 411 молодых семей. Эта сумма довольно-таки существенна. Если брать 17-21 года, то у нас свыше 1500 молодых семей улучшили свои жилищные условия. Также у нас есть мероприятия по обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. По данному направлению у нас свыше 200 семей состоят на учете. Данное направление тоже осуществляется в рамках федерального проекта, и оно тоже жестко регулируется. И, соответственно, там включаются только те категории граждан, которые встали на учет тоже до 1 января 2005 года. В этом году у нас на предусмотрены средства тоже порядка 30 семей должны улучшить свои жилищные условия. И следующее мероприятие, которое у нас осуществляется, это обеспечение жильем граждан, которые выезжают из районов Крайнего Севера. Это те граждане, которые приехали осваивать и развивать наш Крайний Север до 1 января 1992 года. Если они сейчас нуждаются в улучшении жилья, если они не имеют другого жилья на всей территории России, если они заявили желание выехать, им предоставляется субсидия. Да, в данном направлении у нас осуществляется чисто за счет средств федерального бюджета. Оно финансируется ежегодно, в сумме порядка 250 миллионов, но данных средств на сегодняшний день, можно сказать, низко. И это, если говорить об очередности, которая у нас на сегодняшний день имеется, это порядка 8 тысяч граждан, которые состоят на учете, которые хотят выехать. Из них первоочередные — это 686 инвалидов, которые в первую очередь обеспечиваются. Вторая очередь — это более 1500 пенсионеров. Остальная третья категория общая — это работающие и нерабочие категории граждан. И следующее направление — это у нас обеспечение жильем детей-сирот, которое довольно-таки остро стоит в нашей республике. Если говорить о других субъектах, то республика по данному мероприятию уделяет особое внимание. В этом году мы должны обеспечить порядка 500 детей-сирот. На эти средства у нас предусмотрено порядка 1,5 миллиарда средств за счет средств республиканского и федерального бюджета. И в будущем планируется не понижать данные темпы и обеспечивать детей-сирот жильем. И для решения данных вопросов в этом году внедрена новая механизм поддержки. С этого года детям-сиротам начали предоставлять сертификаты на
приобретения жилья. Соответственно, дети-сироты уже не прикрепляются к отдельному населенному пункту, они уже приобретают жилье по всей республике, могут даже использовать собственные средства, заемные средства и приобретать уже на свое усмотрение. Можно будет для семейным приобрести 2-3-комнатную в зависимости от своих возможностей. Евгений Егорович, продолжайте, конечно. Да, это у нас то, что касается обеспечения жильем с участием средств федерального бюджета. А теперь еще немного расскажу о тех субсидиях, которые у нас имеются на сегодняшний день и которые реализуются чисто за счет средств регионального бюджета. Это у нас обеспечение жильем многодетных семей, семей, имеющих 5 и более детей. У нас в данном направлении оно поддерживается и руководством республики. Глава в своем послании в этом году сказал, чтобы вся очередность, которая имеется, в течение 5-летки мы должны его ликвидировать. На данный момент у нас разрабатываются новые механизмы поддержки в данном направлении. И с этого года предусмотрено 500 миллионов, и в последующие года по поручению главы республики в соответствии с распоряжением правительства по ликвидации очередности у нас ежегодно планируется предусматривать в бюджете по 750 миллионов в год в данном направлении. Помимо этого направления у нас имеется мероприятие, это оно касается тоже многодетных семей, но семей, имеющих 10 и более детей. Оно предоставляется из резервного фонда уже по факту по членам семьи, которые у нас нуждаются в улучшении жилья. В этом году у нас предусмотрено 16 миллионов, в прошлом году предоставили 25 миллионов. В принципе, по данному направлению у нас финансирование идет в полном объеме. И третье направление – это у нас обеспечение жильем пед- и медработников, которые изъявили желание и проработали 5 лет в арктических районах республики. По данному направлению в этом году мы должны обеспечить жильем свыше 40 работников здравоохранения и образования. В завершении нашей беседы хотелось бы спросить про вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Могут ли они получить помощь в приобретении жилья? Да, действительно, если говорить о помощи, которую граждане приезжают извне республики, то на сегодняшний день у нас имеют такие механизмы, как дальневосточная ипотека, сельская ипотека, благодаря которым на сегодняшний день улучшают свои жилищные условия все граждане. Если говорить по дальневосточной ипотеке, те люди, которые приехали работать и жить на территории Дальнего Востока, они могут воспользоваться этой социальной программой по улучшению жилья по 2% ипотеке. Там ограничений по возрасту не имеется, при этом первоначальный взнос 15%. Если говорить по сельской ипотеке, то у нас там условия более лояльные, но оно направлено именно на развитие сельских территорий. Если граждане, которые приехали работать на территории Дальнего Востока и заявили улучшить жилищные условия на территории села, то оно подразумевается тоже предоставление займа, но по сумме 5 миллионов, первоначальный взнос 10% и со сроком до 25 лет. Евгений Егорович, спасибо вам большое, что пришли, так развернуто и подробно ответили на все наши вопросы. Благодарю вас. Спасибо. Я напомню, что сегодня в рамках актуального интервью мы разговаривали с Евгением Афанасьевым, заместителем министра строительства Республики Саха-Якутия. Всего доброго.